Ну вот. Кто-то скажет, что это живец, а мы пожарим вон. Длиной примерно, ну так, 15 сантиметров. Предварительно уже помыты рыба. Вот так. О, жареха такая. Мелкие собакам отдали. Не жалеем растительное масло. Солим. Не хочет рыбу дать этот река покрупнее. Стараемся как можем, но не получается. Целый день Денис пытался щуку поймать. И сейчас вечером тоже кидал спиннинг. Но не получилось ничего. Так, ну что. Все, пусть жарится. Собака так и не перешел. Сидит там. Сидит. Застрял. Так. Топор, короче, тоже пересох. И клин отлетел. Пришлось, блин, воду так поставил, чтобы хоть как-то удержать, чтобы не улетел, когда колешь дрова. Очередная лодка. Молодая собака сидит, лает. А мой, вон, вдогонку ушел. Не хочет переплыть. Что ты будешь делать? Пусть гуляет. Так. Загорелась. Так. Ну что, смотрите, мы уже постелили на 2 человека. Это нары, самое то получились. Мы уже перед рыбалкой там полежали, отдохнули. Где-то полчаса там валялись. В избушке тепло, затапливать пока ничего не будем. Если что, я ночью встану и затоплю печку. Вот. Одеяло 2 штуки, вот одна, вон вторая. Готовим ужин. Так, тут лишнее тоже надо. Это домой. А это уже
сюда лишние инструменты. Завтра тоже уберу. Ну, нормальный ход. Дверь, конечно, чуть-чуть подсыхает, вот эта рейка. И немножко отдача идет. Отдача идет. Надо сюда бересту прибить, чтобы плотно закрывалась. Вот. Ну, вроде комаров минимум. Бывает там летом вообще комарья очень много. Здесь просто невозможно стоять. А сейчас уже дело к осени идет, их очень мало. Сейчас вообще их нету. Денис пытается дозвониться домой. Как бы предупредить, что с нами все нормально. Начинает уже жариться. Вот так. Чайник кипит. Такс. Неудобная кружка. Так, чудесная семечка. Неудобно в том, что как бы вот так открываешь, и вон горлышко такое открыто. Вот. Сейчас перед этим, не помню уже, какая там у нас была. Это удобно, как бы с резьбой. А это нечаянно откроется и все выльется. Неудобная крышка. Другой раз я такое брать не буду. Собака лает, не хочет сдаваться. Рыба уже готова. Глаза уже вышли, значит, все. Вон они. Угольки хорошие. Ну что еще добавить? День закончился, мы готовимся к ужину. Собака пока на другом берегу. Для него мы тоже ужин приготовили. Если ночью перейдет, покушает. А мы здесь накрыли стол. Здесь две пачки бич-пакета с колбасой, с копченой. Рыба. Дениска поймал сегодня. Целая жарка. Хоть мелкая, но все равно это рыба. Также огурцы, помидоры, лук, пряники, хлеб. Ну, как обычно. Одним словом, сейчас мы поужинаем, чай попьем и отдыхать. Завтра еще попытаемся порыбачить. Если рыба не будет брать, то уже будем смотреть. Может, пособираем чернику. Вроде на улице еще светло, но избушка уже начинает там темнеть. Очень тепло. Пока печку затапливать тоже не будем. Потому что жарко даже. Одним словом, всем пока. Встретимся завтра, а сейчас мы отдыхать. Бездельник. 6 часов 15 минут. Ну все, успокойся. Вот такое утро. Только что, ребят, я встал. Хотел 5 часов встать. Не смог. Просто не смог. Эта избушка с первых дней постройки, знаете, так успокаивает. Вот ты ляжешь и можешь сутки спать. Вообще идеальные. Вот отдохнули мы. Первое, что я хотел сказать, это когда ночевали, смотрите, в какой бушлате я. Потому что с утра чуть-чуть прохладно. Первое, это комаров вообще не было, не беспокоило, все закрыли мы. Но мошкары в избушке, я вам скажу, все жгло, все тело. Потому что они через щетку, вот через поддувал, там щетка, наверное, проходят.
И мелкие-мелкие, очень мелкие. Второе, что вот у меня с вечера оставалось этот тулан. Вот, надеюсь, видно на солнце там машкары. Тысячи, миллионы штук их там. Тулан у меня оставался вечером в Заречье. 9 часов 11 минут я услышал, как он чавкал. Он, короче, перешел речку и начал он чавкать, ну, ел. На этот звук я проснулся. Ну, я еще не спал, я долго не мог заснуть. Потом услышал его, вышел. Он, короче, этот перешел. Не знаю, где он перешел, здесь, там, ниже или сверху. Я не видел. Но он долго, за рекой очень долго себя сидел. Бегал туда-сюда. Да, видать, не надоело и перешел. И так я буду его приучать. Каждый раз я буду его оставлять. И он самостоятельно. Но он просто чуть-чуть боится, потому что не умеет плавать. Не умеет плавать. Он задними лапами не гребет. Он передними лапами бьется и все. Один минус в нем, в этом у него. А так, научится. Я на своем все равно буду стоять. Никогда я с лодки не буду выкидывать собаку. Потому что вы раз, второй, вы выкинете на середину реки с лодки собаку. У вас собака будет бояться не только воды, но и лодки. Она будет хитрой и вам не будет плавать. И в то же время не будет садиться в лодку, чтобы перейти речку. Так что имейте в виду. Спорьте, не спорьте, но это так. Вот. Что еще? Тут роса. Небольшая роса. Ладно. Хитрый взгляд я у него частенько ловлю. Вот, я не знаю, вот, хитрый взгляд у него. Сейчас зайдем в избу и затопим печку. В избушке тепло было. Под одеялом там вообще идеально. Не холодно было и тепло. Здесь он что-то копал. Ночью много лаял, жестким голосом в ту сторону смотрел. Не знаю, какой-то зверь, может, ходил. Может, там выше, там поднялись вчера ребята, там выше на несколько километров, там ночевали в избушке. Может, их он слышал, там лаял их. Но второй поход уже в эту сторону он лает. Не знаю кого. Вот. Вот тут он хотел, наверное, здесь лечь или что там. Копался там. Где мог еще машкара зайти, не знаю. Где-то микрощелины. Видать. Вроде все пропенили. Ну, здесь могут. Там щели оставались. Но я вам скажу, очень сильно кусали. Прям искусали все тело. А к утру уже, когда роса она появилась, они исчезли. И спокойно было. Ладно, первое испытание печки будет сейчас. Глянем, что будет. Так. Ну что, Денис, я своим подписчикам говорю, что сейчас буду затапливать печку. Испытывать. Вечером не затопили, потому что очень жарко было. Да и ночью тоже думал, если затопим, будет жарко. А сейчас, если что, мы двери открытым оставим. И дверь открытым оставим. И не надо бояться, что будет жарко. Ну вот. Ну что сказать.
пока длина, труба длинная и дым ни грамм сюда не идет. 133 хорошая труба. Да. Тяга хорошая, потому что вот я печка без двери, и дым сразу вот пошла в трубу. Вообще наружу не выходит. Как паровоз. Тяга есть, все есть. Все устраивает. Сейчас тепло будет. Уже все горячо. Будем смотреть, как все нагреется. Ну, труба здесь тоже тепло. Здесь уже горячо становится. Хорошо. Вот тут мы и ночевали. Для 2 человек вообще комфортно. Не тесно было. Светлана. Мама, глянь, что там. Ну вот, ребят, дым пошел. 133 труба, вообще идеальная. И, как и говорил, вот на взгляд, вот это малюсенькая труба 133. Вот там, которая асбестовая труба была, шум такой. Надо потише сделать тягу. Это не знаю, 200 или 150 была. Вот. Но в сравнении с этим, та труба, конечно, микроскопическая. Так что не старайтесь сотку ставить. И лучше сразу уже побольше трубу ставьте. Тяга у вас офигенная будет. В горле пересохло, надо чайник поставить, чай попить. Да, все работает. Ну все, уже жар, я вам скажу. Да, потише сделаем. Ничего пока не нагревается. Так. Ладно, сейчас будем чай готовить. Пока чай не закипел, иду в донки. Не проверять, я просто возьму. Плавок на месте. Второй тоже есть. Один раз здесь я фидером рыбачил. У меня тут
Донки тоже. Раз стоял, второй. И один поплавок. Груз не такой крупный был. Все идет, идет, идет к берегу. За всю рыбалку все время к берегу пошла она. Потом рыбалку закончил, дай, думаю, посмотрю. Посмотрел, а там, короче, на одной донке окунь сидел и щука. Две рыбы при мне вот попались. Вот так вот. Так. Чё, Тула? А вот рогатина, где я сидел. Ну, примерно действительно сантиметров 30 вода и пришла после сильных дождей. Ладно, собираю донку и лодкой я обратно буду подниматься к избе. Антикомарином забыл помазаться. Лютые комары тут летают. Уже листья вон в донку попадали. Когда есть рыба, она дергает, блин. Ну, пустой. Обычно простая продольник, так назовем. Ну, просто в народе продольником эту донку называют. Наживку отпускаем, он живой. Устремился домой он. Раньше много рыбачил на такие донки. Деревянные поплавки были раньше. Потом на пенопласт перешли. Язей ловили, щук, окуней. Вот такие рыбы попадались. Даже на лим попадал. Не крупные тоже. Чего, Тулан? Сегодня еще будет у тебя шанс искупаться. За речьем сходим, может. Ну тут, видать, тоже пустота. Даже полностью не жилка, леска на месте. Ну да. Что поделаешь, если не хочет податься. Наживка на месте, живые тоже буду отпускать. Этот вообще маленький. Иди гуляй. Любимое лакомство у рыб. Если рыба не ходит, бесполезно рыбачить. Он просто сидит тупо. У них жора нету. Но сегодня мы уже едем домой. И отпускаем все это. Донку не оставляем, потому что непонятно, когда я здесь еще буду. Сейчас просто немножко буду занят. Так что, если что, в другой раз мы собираем миног и по новому донке закинем. План, пошли домой.
Сейчас чай попьем и на рыбалку. На спиннинг еще. Попробуем.